Добрый день, дорогие мои юные друзья. Меня зовут Павлов Василий Климович, и я являюсь ректором Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Если вы участвуете в любых наших мероприятиях, вы уже являетесь членами нашей организации. Вот почему я говорю, что это ваша академия. И когда вы получите свой сертификат об участии, соберете в дальнейшем грамоты, участие в разных мероприятиях, таких как научные конференции, выставки и прочее, и потом подадите на конкурс на место член-корреспондента и полного члена Академии наук, Малой академии наук Республики Саха-Якутия, это будет большое достижение. Поэтому начинайте это все сейчас. Я сегодня очень рад приветствовать вас и поздравляю с началом замечательного проекта, в котором вы участвуете, настоящего научного проекта, который называется «Якутская исследовательская школа». И действительно, почему надо заниматься наукой, исследованиями в юном возрасте, в котором вы находитесь в пятых, шестых, седьмых классах? Это доказывается несколькими примерами, которые я хочу, например, привести вам. Это история Александра Прохорова, Нобелевского лауреата, который еще будучи совершенно молодым юным исследователем, будучи школьником, пятиклассником, задавался вопросом о структуре чешуек бабочек. В дальнейшем он исследовал отражение света, ее преломление и стал человеком, который открыл лазер, что дало начало огромной индустрии многомиллиардной, тому, что мы сейчас используем в наших компьютерах, системах сохранения записи, данных и прочее. То есть весь современный мир использует его изобретение. Также мы можем вспомнить Альберта Эйнштейна, который еще совершенно маленьким мальчиком задавался вопросом уже о своей знаменитой теории относительности и примерно понял, о чем идет речь. И также я хочу вспомнить про очень интересную историю, которую мне рассказал Нобелевский лауреат Берри Бериш по физике, открыватель экспериментальным путем гравитационных волн. И он говорит: я занимался наукой еще в детстве. И когда я был в первом классе, я вдруг себе поставил вопрос: что более плотное, вода или лед? Это состояние одного вещества. Где больше атомов, во льду или в воде? И почему лед не тонет? В дальнейшем, отвечая на эти вопросы, которые не могли тогда ему дать ответ взрослые, он сумел добиться очень больших успехов и стать Нобелевским лауреатом. Действительно, заниматься наукой надо в очень раннем возрасте, дисциплинировать свои мысли, дисциплинировать свой ход мыслительный и также заниматься очень важным делом, внимательно изучать и наблюдать природу. Что нужно для того, чтобы стать успешным исследователем? Во-первых, нужно быть всегда любопытным. Это уметь задавать вопросы. Любые вопросы. Важно, чтобы вы были любопытными. Второе, это нужно быть упорным в достижении своих целей. Упорство – это самое важное тоже качество. И третье, это та способность, которая делает ученых учеными. Это способность видеть самые маленькие изменения, которые происходят вокруг. Это называется внимательность. Будьте очень внимательны, любопытны и упорны в достижении своих целей. Поэтому, мои юные друзья, поздравляю вас с тем, что вы начинаете свой научный путь. Этот путь замечателен, он приведет к вам большим успехам. Пожалуйста, занимайтесь наукой, постоянно следите за теми изменениями, которые происходят вокруг нас, и смотрите на наш сайт, читайте ее, участвуйте на наших проектах. Добро пожаловать, спасибо большое, и я очень желаю, что мы и в дальнейшем будем с вами активно и плодотворно работать. Спасибо большое.